Добрый день, уважаемые читатели Международного информационного агентства Казинформ. Сегодня у нас в гостях Думан Жанписов, руководитель управления Казахстанского института общественного развития Рухани Жаңғыру, который расскажет нам о развитии одноименной программы за последние годы. Думан, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Скажите, пожалуйста, насколько нам известно, для реализации программы с 2017 года по 2020 годы было привлечено более 330 миллиардов тенге, да? Насколько нам известно, меценатских и спонсорских средств. Расскажите об основных достижениях за эти годы. Да, если это говорить о количественных показателях, в целом, если говорить о программе Рухани Жаңғыру, она была объявлена Елбасы, первым президентом, 12 апреля 2017 года в виде программной статьи «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Необходимость модернизации общественного сознания была продиктована тем, что в начале 2017 года Елбасы в своем послании народу Казахстана анонсировал начало третьей модернизации Казахстана, то есть старт политических реформ, экономическая модернизация. Но, как мы все понимаем, и политика, и экономика не будет успешно развиваться без изменения сознания. То есть и мы в сознании должны продвинуться вперед, развивать себя для того, чтобы мы были успешными в экономике, в политике, и для того, чтобы стать наряду с цивилизованными, развитыми странами мира. Ну, как Елбасы уже озвучил, наша глобальная стратегическая цель — это войти в тридцатку лучших развитых стран мира. Соответственно, что это означает? Это означает в том, что мы будем как в экономике, так в политике, в демократизации, в культуре, в других именно сферах, в образовании, в медицине, в других сферах мы будем именно в числе передовых стран мира. Поэтому здесь именно то, что вы озвучили, это лишь один показатель количественный, который показывает, насколько было вовлечено само население. Не более 300 миллиардов меценатских средств, это не расходы государственного бюджета, это вклад именно самого населения, гражданского общества в поддержку программы Рухани Жаңғыру. Так как в самой программе Елбасы озвучил 6 основных принципов именно модернизации сознания, как каждого из нас, так и общества в целом. Это в первую очередь сохранение национальной идентичности, своего национального кода, то есть чтобы мы знали, кто наши предки, чтобы мы знали историю, так как мы все знаем, что без знания истории нет нашего будущего. Вот это первое. Второе — это открытость сознания. Для того, чтобы быть одним из лучших в мире, мы должны брать самое лучшее, что уже было придумано, что уже применяется в других странах, в развитых странах, которые мы любим посещать, нам нравится ездить, бывать, смотреть, достопримечательности, культурные места, гордиться их достижениями в разных сферах. Да? И открытое сознание также означает учиться у других и применять у себя то, что лучше уже есть. Это второй принцип. Третий принцип — это конкурентоспособность. Мы должны именно предлагать не только свои природные ресурсы, которые на сегодняшний день и так-то у нас успешно развиваются. Это сфера нефтегазовая сфера, горнорудная отрасль, но и придумывать другие продукты, услуги, которые мы можем предлагать на региональных, глобальных рынках, продавать. Это интеллектуальные продукты, услуги, качество трудового ресурса. Вот. Это и есть конкурентоспособность. И это не только означает в экономической сфере, но и в культуре. Вот сами знаете, недавно наш соотечественник получил музыкальную премию мировую, да, создает такие хиты. Это означает конкурентоспособность нашей культуры тоже в целом, успех Димаша на мировой арене. То есть успехи наших соотечественников в той или иной сфере, не обязательно экономике или культуре, и в образовании, и в других сферах. Да. Очень много сами, вот вы знаете, можно примеров привести, когда наши дети на международных олимпиадах по физике, математике, по другим предметам тоже завоевывают призовые места. Да. На тех же
мировых чемпионатах именно по трудовому, профессиональному мастерству. Также вы знаете, да, студенты наших колледжей ездят на чемпионаты мира именно по техническим специальностям, профессиям. И там же также демонстрируют высокие навыки вот, профессиональные. Это тоже конкурентоспособность нашей молодежи, соответственно, и нации в целом. Чем больше такой молодежи, и страна будет процветать. Это третий принцип. Кроме того, есть принцип прагматизма. Как мы знаем, наши предки жили в гармонии с окружающей природой и не уничтожая окружающих экосистему. Да? То есть даже тот же именно принцип кочевья нужно было для того, чтобы сохранить экосистему и не уничтожить и пользоваться в дальнейшем. Так наши предки веками жили в гармонии, и мы также, как современное поколение, должны тоже сохранить нашу природу, нашу именно страну для будущих поколений. То есть для этого и нужно принцип прагматизма, экономии наших ресурсов, личных, национальных. Это тоже, допустим, беречь экологию. Вот, президент, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил о посадке деревьев по всей стране. Вот это все и есть принцип прагматизма для того, чтобы не только пользоваться нынешним поколением данной природой, но и оставить ее в таком же виде, в лучшем виде для будущих поколений. Это принцип прагматизма, как принцип модернизации нашего сознания. И следующий принцип — это принцип эволюционного развития, а не революционного развития, так как опыт многих стран у нас показывает то, что в результате совершенно и в нашей истории были такие периоды, да, после 1917 года, когда именно ряд вот таких событий привело к тому, что мы потеряли половину всего населения. Если в начале 20 века количество населения на территории Казахстана было сопоставимо с населением Ирана и Турции, к примеру, на сегодняшний день Иран и Турция имеют более 80 миллионов жителей, а мы всего лишь не имеем 20 миллионов. На сегодняшний день около 19 миллионов. То есть 4 раза меньше населения, чем Иран и Турция, хотя в начале 20 века мы были сопоставимы. Видите, то есть эта история нам показывает, что именно такие резкие переходы или такие именно революционные события может привести к тому, что отбросит общество на несколько десятилетий, даже вот веков назад, и что мы можем остановиться в своем развитии. И нам нужно именно с учетом предыдущих принципов, которые только что было озвучено, именно развиваться, стремиться в клуб самых развитых стран мира, брать лучшее, что было принято у них в сфере здравоохранения, образования, культуры, экономики. И с учетом этого нам нужно постепенно развиваться без каких-то социальных, политических потрясений и катаклизмов. Поэтому вот это те универсальные принципы, которые Ельбасы озвучил, и они являются такой идеологической платформой, вектором развития не только для всех государственных органов, министерств, акиматов, но и для всего общества в целом, потому что они не являются такими абстрактными понятиями, потому что они очень актуальны для каждого из нас, вот даже применительно себя. Если, допустим, моя специальность в сфере идеологии или юриспруденции, я должен тоже быть лучшим в своей профессии, быть лучшим юристом, быть лучшим, если являюсь руководителем управления, быть лучшим менеджером в своей сфере. И все время я должен постоянно развиваться, повышать квалификацию. В данное время, допустим, я вот повышаю квалификацию среди московских, европейских ученых, то есть прохожу онлайн-обучение. И этот принцип должен быть применим ко всем, чтобы быть успешным в своей деятельности, в своей профессии. И только тогда, когда каждый член общества будет стремиться к обновлению, к развитию, и только тогда мы сможем войти в тридцатку лучших стран мира, а не только усилиями министерств, акиматами и так далее. Поэтому вот основные достижения за 4 года, резюмируя вышесказанное, можно ответить, что на сегодняшний день в рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуется 18 спецпроектов. То есть это именно почему называют программы, потому что есть несколько специальных проектов, которые направлены на развитие вышеуказанных принципов.
на развитие именно прагматизма, конкурентоспособности, сохранения национальной идентичности и так далее. Поэтому ваш пример наглядно демонстрирует, что программа, объявленная Елбасы, на сегодняшний день реализуется не только государственными органами в качестве поставленной задачи, но и самим населением, которое восприняло эту программу и желает участвовать тоже в ее реализации не только как общестрановой задачи, но и как именно внутренний стимул к дальнейшему развитию. Думан, предлагаю немножко поговорить, да, о многочисленных направлениях, да, самой программы. В частности, вот в 2019 году была разработана и внедрена в учебный процесс хрестоматия краеведения, имеющая большое воспитательное значение для изучения истории малой Родины. Насколько активно развивается в данный момент это направление и каких специалистов вообще привлекают школы для качественного изучения предмета? В целом успех самой программы зависит от того, насколько будет вовлечено само население в реализацию этой программы, и, соответственно, мы сможем только стать развитой страной мира, когда уже наши члены общества с малого детства, с малого возраста смогут именно воспринять эти принципы, то есть стремление к самосовершенствованию, быть лучшим в своей профессии, и при этом не забывать о именно любви к своей стране. То есть человек может быть успешным в своей профессии, но он может не быть патриотом, не любить свою страну, свою родину. Поэтому именно вот, в рамках реализации программы появился курс, интегрированный учебный курс краеведения, который преподается в 5, 6, 7 классах средней школы, и в рамках которого также отдельно была издана хрестоматия по каждому из 17 регионов, то есть учащиеся восточной, либо западной, либо южной, либо северных регионов изучают историю своего края, именно какие великие личности жили, творили и созидали в этом регионе, какова флора и фауна, чем она богата, каким биологическим разнообразием именно отличается их край, малая Родина. Также какие есть именно там были изданы произведения в сфере литературы, культуры, для того, чтобы они знали местных поэтов, писателей, философов. И все это на сегодняшний день обогащает внутреннюю культуру нашего младшего поколения, учащихся. И именно вот 5-7 класс — это именно тот важный возраст, когда человек после уже начальной школы, после базового образования на уровне арифметики и алфавита уже переходит уже более углубленному освоению тех или иных предметов. И именно очень важно в этот период заложить именно такие важные ценности у младшего поколения, как любовь к своей стране. А любовь к родине формируется на основе любви к своей малой родине, то есть к тому городу, поселку, селу, где он живет и учится. Абсолютно с вами согласен. Давайте поговорим об еще одном очень таком резонансном направлении, да, как перевод алфавита казахского языка, да, на латиницу. Как до сих пор очень разные мнения высказываются по этому поводу. Вот, поделитесь, пожалуйста, своим мнением по поводу вот последнего варианта. Что вы думаете, вот, как бы наиболее подходящий, совершенно ли это вариант, либо что-то нужно поменять? На сегодняшний день работа не окончена, работа по совершенствованию алфавита идет, было несколько вариантов, но я думаю, что еще нужно вести работу в этом направлении для того, чтобы уже прийти к более совершенному алфавиту, потому что и даже последний вариант опубликованного алфавита вызывает различные споры, различные мнения среди научной общественности и в целом, где там по поводу, допустим, буквы Ч, необходимости, также необходимости различия между буквой И и краткой, допустим, да, есть много мнений разных полярных, и я думаю, что необходимо все дальше идти. Очень много, в целом актуальность этого направления, она очевидна, потому что очень много на сегодняшний день в целом издается и литературы, и научной литературы именно на английском языке. И для того, чтобы быть интегрированным в целом в успешное мировое сообщество, нам нужно именно быть в этом плане сведущими и
именно с ученического возраста, с молодого возраста приобщаться в этом направлении, в целом к мировой литературе и в целом знать этот алфавит, но при этом также очень много наших близких по истории, культуре тюркских стран также используют латиницу и говорят о преимуществах именно этого перехода. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день процесс развивается и в дальнейшем будет все только улучшаться и совершенствоваться. Вообще очень важным, да, проектом и такой очень кропотливой, трудоемкой работой стал вообще перевод 100 учебников, да, если не ошибаюсь, называется? Да. 100 учебников на казахский язык. Вот. Расскажите, пожалуйста, планируется ли еще перевод книг и учебников в дальнейшем, и каких именно? Да. Также считаю очень важным для нашего общества проект, так как в наше студенческое время мы изучали именно мировые бестселлеры, в основном на русском языке, то есть не имели возможность на родном государственном языке именно читать произведения великих авторов, мировых авторов, книги которых котируются во всем мире. Поэтому государство именно в рамках программы «Рухани жаңғыру» именно начало вести работу в этом направлении, и на сегодняшний день 100 учебников, именно мировых бестселлеров, книги, которые были изданы сотнями тысяч, миллионами экземпляров по всему миру, были переведены на родной язык, казахский язык. И на сегодняшний день наша молодежь, учащаяся молодежь в целом имеет возможность на родном языке получать знания от мировых авторов. И кроме того, что они получают именно доступ к непосредственному источнику знаний, книги, к этим книгам, которые были переведены по очень многим дисциплинам, не только по истории, психологии, философии, но и по экономике, по юриспруденции и так далее. Кроме того, есть другие возможности на сегодняшний день, согласно развитию интернет-коммуникации, когда они имеют возможности не только на руках прочитать эти книги, но и их прочитать в открытом доступе. То есть, если им удобно, молодежь ближе к гаджетам, то есть могут с телефона, с планшета, с ноутбука, с компьютера или даже не ходя в библиотеку, находясь дома, читать эти книги в именно электронном доступе. Я думаю, что это отличная возможность, которую создало государство, и нам теперь только надо пользоваться этим. Да. Не только студентам, но и нам тоже есть возможность читать те или иные книги. И я сам читал книги касательно моей профессии, допустим. В продолжении темы интернет-коммуникации предлагаю поговорить немножечко о портале OpenU. Насколько популярен он среди казахстанцев, по вашему мнению, и вообще пользуются ли наши соотечественники предоставленными возможностями? В рамках именно спецпроекта «100 новых учебников» была проведена огромная работа со стороны государства именно по популяризации этих учебников для того, чтобы наше население пользовались именно изданными трудами. И поэтому не только учебники были доставлены во все высшие учебные заведения, библиотеки страны, но и был открыт специальный портал OpenU.kz, на котором были загружены все эти труды, и любой человек может на этом портале ознакомиться, прочитать эти труды. Но кроме того, государство также провело очень большую работу по созданию видеоконтента. То есть, конечно, если некоторые труды составляют несколько сот страниц, естественно, и у людей мало времени читать весь данный контент, но именно здесь государство привлекло ведущих ученых нашей страны, которые в краткой резюмированной форме преподнесли основные знания по тем или иным наукам, именно на основе мировых знаний. И на портале загружены видеолекции ведущих ученых нашей страны, которые можно также посмотреть в открытом доступе, узнать мысли наших ведущих лидеров в той или иной отрасли. И если раньше
обучаясь в стенах учебного заведения, не имели, ну, еще до, допустим, да, развития интернета, не имели возможности слушать лекции, да, высококвалифицированных специалистов. То есть не в каждый вуз они приезжают, не каждый студент имеет возможность послушать известного профессора, да. А тут именно все высококвалифицированные специалисты нашей страны загрузили видеоконтент, и любой студент любого вуза может зайти на портал, посмотреть интересующую его лекцию, тему или профессора. И здесь подключены к данному ресурсу более 120 вузов, более 100 колледжей нашей страны, и на сегодняшний день зарегистрировано более 107 тысяч именно пользователей на этом портале. Я думаю, что это огромная армия людей, которые жаждут получить нужные знания для их профессии, для их дальнейшего развития. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с проектом «Сакральная география Казахстана», да, тоже очень таким крупномасштабным и важным проектом. Поделитесь результатами и планами в данном направлении. Сакральная география Казахстана также вот именно очень важный проект для сохранения нашей национальной идентичности, нашего национального кода. Именно и вот духовные святыни Казахстана, святые места, сакральные объекты демонстрируют о том, что у нас была вот именно великая история. На этой территории жили великие предки, которые творили великую историю. Именно вот даже есть отдельный специальный проект, это «Великие имена Великой степи», что демонстрирует, что у нас были предки, которые заботились о последующих поколениях, именно отстаивали честь нашей нации, отстаивали территорию от внешних врагов и путем героических усилий оставили нам вот такую огромную территорию, которая является 9-м по площади в мире среди более 200 государств. Поэтому это огромный титанический труд, который был проделан нашими предками и который мы обязаны знать как нынешнее поколение. И в рамках сакральной географии проводится очень большая работа по именно восстановлению, реконструкции этих сакральных объектов. Именно подводится к ним инфраструктура, дороги, свет, для того, чтобы люди могли проехать к интересующим им объектов и там же почтить память предков, увидеть, услышать истории тех гидов, которые там работают. И государство создает все условия для того, чтобы население именно приобщалось к духовности, в целом к истории нашей страны. И на сегодняшний день более 200 проектов сакральных объектов были внесены в список республиканский, список сакральных объектов, и более 575 объектов, региональных объектов были включены в карту сакральных объектов Казахстана. То есть более 700 объектов по территории огромной нашей страны вошли в этот список, и по всем ним ведется именно работа по восстановлению, реконструкции, подведению соответствующей нужной инфраструктуры к этим объектам. И очень много работы проводится именно по популяризации. Есть и взаимосвязь между всеми проектами. Тот же краеведение у нас на сегодняшний день существует несколько десятков тысяч кружков, именно краеведческих в школах, туристско-краеведческих, где школьники имеют возможность проехать к сакральным объектам именно своего региона и ознакомиться история этого объекта, история этой местности, этого края. Поэтому это все вкупе работает на то, чтобы мы как нация сохранили свою идентичность и развивались в дальнейшем уже в мировом сообществе, зная, кто мы, какая у нас была история. Ну, вообще, сакральная география поначалу вызывала большой интерес не только у наших соотечественников, а также у зарубежных, в том числе и очень крупных каналов, телеканалов, таких как Viasat, History, BBC, их там перечислять, в принципе, можно долго. Скажите, пожалуйста, по-прежнему ли такой интерес со стороны зарубежных каналов, или уже как-то, допустим, отсняли все уже в этом направлении? Да, интерес продолжается, потому что, как я уже сказал, более 200 объектов находятся в республиканском списке сакральных объектов, и несколько из них входят в список всемирного
нематериального наследия ЮНЕСКО. Именно поэтому вот очень много таких мировых, зарубежных телеканалов проявляет интерес, как вот именно объектов всемирного нематериального наследия. Это то есть наследие всего мира, не только Казахстана, как мы гордимся ими, да, этими объектами, но и всего мира. Поэтому они снимают документальные фильмы, ролики, выпускались, производились зарубежными телеканалами, вот именно фильмы «Золотой воин», «Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави», «Мавзолей Айша Биби». Вот, и они ротировались на Евроньюз, BBC и других каналах. На сегодняшний день ведется работа именно со стороны зарубежных телеканалов именно по созданию документальных фильмов по нашей природе. То есть наша природа, она огромная, вот, и есть очень много интересных мест, которые они желают посетить, снять о них фильм, о биологическом разнообразии, национальных парках, природных резерватах. И у них этот интерес сохраняется, и они желают в целях развития в целом мирового туризма, туристского потенциала нашей страны, вот, снять эти фильмы о именно богатой нашей природе, культуре, истории и демонстрировать это всему миру. Быть может, какие-то примеры приведете, да, вот в относительно ближайшее будущее выйдет какой-нибудь фильм на каком-то из этих каналов или... Да, вот я, как уже говорил, ведется работа именно по подготовке документального фильма о биологическом разнообразии, вот, о наших национальных парках, о природе Казахстана. Оно будет вестись по нескольким регионам нашей страны, то есть не только там один объект снимут, а снимут несколько объектов именно для развития нашего туристского потенциала. Эта работа указана именно в государственной программе развития туристской отрасли до 2025 года, и со стороны государства это тоже работа ведется именно по взаимодействию с зарубежными партнерами по популяризации нашей страны в мире. Большой популярностью вот среди наших соотечественников, да, пользуется проект «100 новых лиц», то есть это возможность как и показать себя, если что, есть что показать, да, как говорится, и также узнать об интересных сторонах так, как бы, наших соотечественников. Вот, расскажите, пожалуйста, о проекте этого года. Ведется ли он, да, на какой стадии, что нового, что изменилось, может быть? В этом году эта работа ведется. Было подано в проект «100 новых лиц» более 3000 заявок от наших соотечественников, и из них будут определены победители путем народного голосования через специальный портал, а также с привлечением компетентного жюри. И особенностью этого года в том, что в числе жюри присутствуют уже победители предыдущих годов, известные личности нашей страны, для того, чтобы процесс был объективным, прозрачным, для того, чтобы были именно определены те люди, которые привнесли наибольший вклад для развития нашей страны. Естественно, все люди, которые принимают участие, это все люди, которые не равнодушны к судьбе нашей страны, все они работают на благо нашей страны, и все они вносят свой вклад именно определенный по каждой своей сфере. Вот есть несколько сфер, вот именно каждый человек может подать в зависимости от сферы образования, здравоохранение, бизнес, медицина. И в этом году специфика этого проекта добавлена тематика экологии, сферы экологии. То есть те люди, которые внесли наибольший вклад именно в улучшение экологии нашей страны, также имели возможность подать заявку на участие, выставить свою кандидатуру и принять участие в этом проекте. Но в целом этот проект показывает, насколько именно очень много неравнодушных людей в целом, которые хотят, желают содействовать процветанию нашей Родины, потому что именно в понятии патриотизма дается, что это те люди, которые гордятся своей страной, и не только гордятся, что как у нас, допустим, да, в стране, но и желают содействовать и именно своими действиями, активными действиями, допустим, своим волонтерским вкладом. Не обязательно, что все имеют возможность оказать там меценатскую помощь, построить дорогу, школу, больницу для своей малой родины. Ну, не обязательно. Но каждый имеет возможность своим волонтерским вкладом поучаствовать в тех или иных социальных
значимых, общественно полезных мероприятиях выйти и внести свой вклад конкретным действием, конкретным делом. И это как раз является золотым фондом нашей нации, вот все эти люди. И поэтому наша задача государства именно демонстрировать этих людей, которые вносят активный вклад, популяризировать их вклад, показывать, для того, чтобы у нас в целом в обществе было все больше таких людей. И действительно наша тогда страна будет самой успешной вот, в мировом сообществе. В заключение нашей беседы я предлагаю вернуться к идеологии самой программы «Рухани Жаңғыру». Основной идеей программы является стремление к постоянному саморазвитию. Так ведь? Между тем, далеко не все наши соотечественники считают это основным фактором успеха. То есть находят какие-то причины: у меня нет того, вот, у него есть то, поэтому вот он родился. Что бы вы им могли посоветовать вот, в данном? В самой программе «Рухани Жаңғыру» было указано, что внутреннее стремление к обновлению — это ключевой принцип нашего развития. И чтобы выжить, мы должны измениться. Сейчас именно в условиях 4-й промышленной революции, когда все в мире меняется не только там ежегодно или ежемесячно, ежечасно, процессы в мире меняются, что-то появляется новое, которое уже совершенствует то, что уже есть, и уже не надо, там, допустим, да, мы на примере именно современных гаджетов можем, да, это все видеть, какие были у нас телефоны сотовые, какие сейчас, вот, и все больше и больше, все лучше и лучше. Это происходит, изменения ежечасно, и для того, чтобы именно не отстать от всего мира, который уходит все дальше и дальше в своем именно развитии, в инновационном развитии, мы также должны стремиться к обновлению, к постоянному развитию. Сейчас очень так принято говорить, что нету все время возможностей к тому или иному, но, как уже было выше сказано, для того, чтобы стать успешной страной, успешными должны стать мы все. А для этого государством создаются условия в самых различных сферах. Мы на сегодняшний день затронули только несколько примеров из сфер, но никто не мешает, допустим, тем же студентам ознакомиться с лучшими видеолекциями наших самых известных высококвалифицированных профессоров, которые доступны на портале OpenU, или прочитать на своем родном языке те бестселлеры, которые были изданы во всем мире. То есть для этого тоже не нужно так больших возможностей, даже если нет собственных гаджетов или доступа к интернету, то имеет возможность в самом учебном заведении, либо в библиотеках, это все доступно в безвозмездной основе. Поэтому самое главное, чтобы мы вот именно не остановились в своем развитии, вот имели принцип, что мы должны, вот есть концепция lifelong learning, то есть образование всю жизнь. То есть, как раньше, нет такого, что один раз обучился в университете 4 года, получил диплом, и этот диплом хватает на всю жизнь. После получения диплома вот, обязательно нужно все время развиваться, быть готовым к переменам, потому что даже вот, как показывает атлас новых профессий, который был разработан в Казахстане, через, допустим, 10-20 лет 50% профессий просто отомрут. То есть там уже не нужен будет человеческий фактор. То есть человек там не нужен будет, там будут все основные функции выполнять роботы, машины. А человеку куда деваться, кем работать тогда? И вот мы для этого должны именно самосовершенствоваться, быть готовым к переменам, переквалифицироваться, получить другую профессию. И тогда мы сможем именно не потерять свое место на сегодняшний день в мире, как показывают глобальные мировые рейтинги, которые составляются не нами, а зарубежными структурами по ряду позиций. Там, допустим, есть глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Там есть более 100 критериев, индикаторов. И по ряду критериев мы уже в 30-ке лучших находимся, даже в 20-ке лучших. По некоторым из 100, вот, по некоторым мы в середине, по некоторым, конечно, у нас худшие показатели. Но именно успех некоторых показателей вселяет нам уверенность в том, что у нас есть большое будущее, и при приложении усилий не только государством, но и всеми членами общества мы действительно сможем войти в 30-ку лучших развитых стран мира.
Да, то есть тот, кто хочет развиваться, да, он всегда найдет путь к этому, да, было бы желание, как бы остальное найдется. Спасибо большое. Нашим читателям, зрителям хотел бы напомнить, что у нас сегодня в гостях Думанжан Писов, руководитель управления Казахстанского института общественного развития Рухани Жангару. Думан, спасибо вам большое, что нашли время. Надеемся, было интересно. Всего доброго.